Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Расскажем коротко о самых главных событиях сегодняшнего дня. 2 июля исполнилось 33 года Тамышской военной десантной операции. У памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Тамыш прошла церемония возложения цветов. Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Беглава и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили обновленную набережную Диоскуров. В столице продолжается ремонт фасада школы номер 15 при поддержке президента страны и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. 2 июля исполнилось 33 года Тамышской военно-десантной операции. Президент Бадра Гунба и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, прибывший в республику с рабочим визитом, возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Тамыш. В церемонии возложения цветов также приняли участие вице-президент Беслан Беглава, премьер-министр Владимир Дылба, спикер парламента Лаша Ашуба, глава республики Башкортостан Ради Хабиров, назначенный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, депутаты парламента, члены правительства, представители общественности. Высадка тамышского десанта из 300 бойцов стала одной из ключевых наступательных операций, предопределивших исход войны и дальнейшее освобождение Сухума. В ходе ожесточенных боев 57 бойцов пали, защищая свободу Родины. И еще 153 получили ранения. Память о героях, отдавших жизни за независимость Абхазии, навсегда останется в истории страны. Абрежулары ебзорны, ямы закчяра, аныстви, хайбышра, алцша, анапшин. Раньше сгвата заебш Владислав Григорий по Ардзенба. Отца Иритез, там что десант, и наццена, я адапшита фархатера. И нукзалаги, хапсожла раудыра, амтейнтегыллаги, я адапшона хатера, ажла рышка, агубалара, абзибара, убри ялнарши, дыря адапшиз, афархатераги. Аяйра зықоладзумыз, ихомздги, там что десант, аяйра зықоладзумыз, ихомздги, январь жилара, март жилара, июль жилара, арзиги хтохтала, ацохтана, аяйра дуахзазгаз, устные зықолы. Табуб хашас ферстохуб, акрепсо, ветеранша. Шара ихошцыз, я шарпшиза фархатара, шара яхзажгаза, аяйра, Одной из славных страниц Отечественной войны народа Абхазии стала наступательная операция на Восточном фронте. Накануне операции, начавшейся 2 июля 1993 года, грузинские войска под прикрытием огня артиллерии, орудий, танков и БМП приняли попытку прорвать оборону наших войск по всей линии фронта. Шли ожесточенные бои. Войска Восточного фронта своими активными действиями обеспечивали высадку морского десанта. В операции были задействованы 3 полка Восточного фронта под общим руководством командующего Восточным фронтом Мирабом Тишмария. Части и подразделения фронта, действуя одновременно на нескольких направлениях, в результате ожесточенных боев освободили ряд населенных пунктов, тем самым создав условия для высадки десанта. 300 добровольцев вместе с частями Восточного фронта проявили настоящий массовый героизм и подвиг. Владиславом Ардзеном была поставлена задача удержать эти рубежи в течение 3 дней. Нашим же бойцам удалось сопротивляться здесь на протяжении 7-8 дней. Благодаря чему стратегические задачи в направлении Сухума было выполнено. Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили реализацию совместных проектов в социально-экономической и инфраструктурной сферах. Особое внимание было уделено вопросам абхазо-российской инвестпрограммы льготного кредитования и реализации соглашений, подписанных на АМЕФ-2026 в апреле. Отдельная часть встречи была посвящена старту туристического сезона в республике. Стороны также затронули перспективы дальнейшего развития сотрудничества, подтвердив намерение продолжать реализацию программ, направленных на повышение качества жизни граждан и укрепление экономического потенциала республики.
Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели молзавод в селе Лабра. Завод строился с августа 2024 года в рамках абхазо-российской программы льготного кредитования при поддержке банка ВТБ. Общая стоимость проекта 1,56 миллиардов рублей. На льготный кредит пришлась большая часть суммы. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме и выпускает пробную продукцию – сыры, молоко, йогурты, кефир и сметану. Сейчас на заводе работают 35 человек. После выхода на полную мощность штат сотрудников увеличится до 45. Планируется, что реализация проекта будет способствовать развитию агропромышленного комплекса Абхазии, импортозамещению и обеспечению населения качественной молочной продукцией. В рамках рабочего визита Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили Ачамчиру, где осмотрели ход работ по ремонту внутригородских дорог. Работы ведутся в рамках инвестпрограммы при финансовой поддержке Российской Федерации. Решение о проведении ремонта принято в декабре прошлого года на заседании межправительственной комиссии за счет перераспределения средств. Также в рамках программы восстановления улично-дорожной сети в населенных пунктах Абхазии. В прошлом году стартовал первый этап реконструкции дорог в Кадорском ущелье. Общий объем финансирования составляет 1 миллиард рублей. Стоимость первого этапа – 205,5 миллионов рублей. Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили обновленную набережную Диоскуров, где ознакомились с итогами масштабного проекта, проверив готовность к торжественному открытию. В осмотре также принял участие глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Работы по реконструкции шли при поддержке Башкортостана, Татарстана, Нижнего Новгорода, абхазских бизнесменов и международного аэропорта Сухум имени Ардзинба. Совсем скоро начнется реконструкция пирса, которую осуществляет Краснодарский край. Бадра Гунба выразил благодарность российским регионам за вклад в создание нового символа сотрудничества. Торжественное открытие обновленной набережной и памятных табличек состоится 3 июля. Общая протяженность реконструированного участка составила 1920 метров. Стоимость работ с учетом новых инженерных решений превышает 2,5 миллиарда рублей. Бадра Гунба встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым, прибывшим в республику с рабочим визитом. Президент отметил, что высоко ценит традиционно дружественные связи и тесное взаимодействие с Башкортостаном. Бадра Гунба подчеркнул значимость визита делегации, отметив, что двустороннее сотрудничество приносит конкретные результаты и открывает новые перспективы для дальнейшего сотрудничества. Говоря о сотрудничестве, президент выделил регулярный обмен между творческими коллективами. Глава государства подчеркнул, что взаимное культурное обогащение служит надежной платформой для построения прочного совместного будущего. За большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Башкортостан, социально-экономическое развитие Абхазии и активную поддержку президента Абхазии Бадра Гунба наградил Радия Хабирова орденом Махцапша второй степени. В свою очередь, за укрепление дружбы между Абхазией и Республикой Башкортостан Бадра Гунба награжден орденом Дружбы народов. Конечно же, не могу не сказать несколько теплых слов о людях, которые возглавляли Республику Башкортостан ранее. Мы прекрасно знаем, насколько дружили, помогали друг другу Владислав Ардзинба, Муртаза Рахимов. И благодаря этой дружбе мы сегодня можем опираться на серьезную культурную платформу, которая создает нам условия взаимодействия. Мне отрадно наблюдать за тем, что нынешние руководители Республики Башкортостан с таким же теплом, трепетом относятся к этим очень важным братским нашим взаимоотношениям. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить вас за то решение, которое вы приняли по участию в реконструкции набережной города Сухум. Это действительно историческое событие. Это действительно тот яркий след, который республика оставляет в сердцах и душах наших людей. Во-первых, хочу сказать, что для нас очень было важно, что мы приземлились в этот раз, наша делегация, в открытом аэропорту Сухума. И это отличное окно для развития туризма.
Вы знаете, что мы одними из первых среди регионов Российской Федерации приняли решение открыть прямой рейс Уфа-Сухум. И я уверен, что этот рейс будет востребован. Мы уже переходим на 2 рейса в неделю. Поэтому наша задача, и ваша, и наша задача сейчас открыть возможности для туристических агентств, для туристических групп, для жителей отдыхать в Абхазии. Увеличился несколько наш товарооборот, это очень хорошо. Мы традиционно предлагаем абхазской стороне наши нефтепродукты, наши биопрепараты. Все связано для развития Абхазии. Со своей стороны готовы закупать достаточно очень качественную сельхозпродукцию Абхазии. Для этого надо наладить наше взаимодействие. Мы сегодня с премьер-министром Владимиром Валерьевичем обсудили также возможность подготовки кадров. Такой опыт есть. Мы готовы подготовить для Абхазии кадры и в области экономики, и в области строительства, и в области туризма, и в области особенно медицины. Поэтому я прошу рассмотреть эту возможность. И я полагаю, что, мне кажется, это будет взаимная такая очень взаимная полезная история. Сегодня, когда смотрели набережную Диаскоров, мы увидели, уже она еще не закрыта, но там уже есть табличка, где написано, что народ Абхазии благодарит народ Башкортостана за ту поддержку, которую мы оказываем. Сейчас мы вам помогаем. Раньше вы нам. И так и будем вместе идти по жизни и друг друга поддерживать. Спасибо вам большое. И в знак дружбы, в знак братских отношений между народами Башкортостана и Республики Абхазия. Сегодня, в свою очередь, я, мои коллеги, уверенный народ Абхазии поддержит это решение наградить вас орденом Ахцапша 2 степени, учитывая тот вклад, который вы осуществляете и реализовываете в рамках взаимодействия и сотрудничества между нашими республиками. Для меня огромная честь принять этот орден, потому что это орден, я считаю, не мне, нашей республике, нашей команде и, самое главное, всем жителям нашей республики, потому что наша республика действительно умеет приходить на помощь, когда кому-то плохо, тяжело, и тем, кого мы уважаем и очень любим. Указом главы Республики Башкортостан за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом Дружбы народов награжден Гумба Бадра Зурабович, президент Республики Абхазия. Спасибо большое, благодарю вас. Для меня честь получить эту высокую награду от руководителя братской республики Башкортостан. Спасибо. Спасибо. Еще раз. Начался дополнительный прием заявок по программе некапитальных средств размещения. Ее цель – поддержка предпринимателей и желающих развивать или создавать средства размещения туристов из модульных конструкций, сообщает Минэк Абхазии. Прием продлится до 24 июля. Помощь предоставляется в виде субсидий до 50% стоимости инвестпроекта, но не более 1,5 миллиона рублей на один номер. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвав вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили Абхазский стрелковый клуб. Гостей на месте встретил соучредитель клуба Аслан Адзенба, также представители клуба Аля Савицбай и Денис Соломка. Они, в свою очередь, рассказали и показали гостям, как построена работа клуба и какими возможностями он обладает. Посетили наш клуб более 20 тысяч человек за эти годы. Вот. И у нас очень много хороших, добрых людей, которые посещают. Мне рассказывал, вот что к вам ездит, да? Да, он любит, кстати, он очень любит оружие, и нам очень приятно, что он бывает у нас. Далее Сергея Кириенко ознакомили с оружейным арсеналом, показали место для тренировок. В клубе 5 галерей. Это самая маленькая. Мы ее называем дуэльной галереей. Здесь стоят наши самодельные установочки, бенчи, на которых стрелки обычно работают. Остальные все галереи... Самодельные сами? Да, они самодельные. У нас все оборудование, за исключением... за исключением нет нового оборудования. Оно все самодельное, сделано с душой, своими руками. На базе стрелкового клуба уже прошли подготовку более 1500 граждан.
Что входит в программу? Это тактика взаимодействия. В основном учим работать в малых группах, там 3-5 человек в основном. У вас пока все галереи построены не на движение, да? Они все с огневого рубежа? Нет, мы перестраиваем, у нас есть укрытие, у нас есть соответствующие турниры проводим. Просто Все в динамике. в группе, да, надо сделать лабиринт. Я думал, так никогда в жизни не бывает. Огромное вам спасибо. Абхазский государственный, общественный, военный деятель Аля Савицба рассказал Сергею Владиленовичу о проделанной работе организации «Молодая Абхазия», а также о деятельности других новых общественных организаций. Взаимодействие молодежных организаций. «Молодая Абхазия», знакомая вам организация, это флагманский наш проект. И «Молодая Абхазия» является создателем некой экосистемы молодежной. Соответственно, она в тесном взаимодействии с Абхазским корпусом молодых спасателей. Это тоже новая общественная организация. Партнер студенческого корпуса так точно, российского. так точно. Центр стрелковых прикладных технологий – это то место, где мы сейчас находимся. Здесь будет их офис, здесь будут они базироваться. И все, что касается экстремальных видов спорта, дронов, робототехники и тому подобное, мы будем, это уже общественная организация будет обучать подрастающее поколение. И здесь указаны до конца года вот те флагманские наши проекты, которые будут запущены. Молодежный форум – это наш старт, я чуть позже про него скажу. Абхазия, Родина героев – это проект, который будет длиться весь год. Соответственно, лидер молодежи, проект Ащата в переводе на русский – это основа. Вот. Апсора, понятно, да? Наука и творчество и социальный актив. Все эти проекты, они до конца года будут реализованы. Просьба сориентировать нас, с кем бы «Молодая Абхазия» из молодежных объединений Российской Федерации могла бы подписать соглашение о взаимодействии. Будем тоже помощи. Мне кажется, что понятная история. То есть у вас центр воин, да? Дальше молодежка Народного фронта. Так точно. Ну и, наверное, молодая гвардия Единой России. Вот три молодежные организации, с которыми имеет смысл выстроить взаимодействие. Да? Отлично. Да, ну и студенческий корпус спасателей. Да? Там, где спасательная организация, то есть 4 получается. По итогам встречи было принято решение внедрять курсы по военной и боевой подготовке среди учащихся старших классов. Адис Сагаря, Ахрамичба, Абхазское телевидение. В столице продолжается ремонт фасада школы номер 15. Реставрационные работы идут полным ходом. Они проводятся при поддержке президента страны и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Восстановлением здания занимается госкорпорация «Росатом». Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Вот уже месяц ремонтные бригады трудятся над реставрацией фасада здания 15-й столичной школы. И первые результаты этой работы уже видны. Процесс не останавливается ни на минуту. И 1 сентября учеников встретит совершенно новый облик родного образовательного учреждения. Сегодня есть возможность увидеть уже благоустроенный фасад. Это создаст настроение не только ученикам и родителям, которые в сентябре с удовольствием придут в школу. Хочется, естественно, учиться в комфортной современной школе. Сухумская средняя школа номер 15 имени Александры Надзадзе – учебное заведение с богатой и непростой историей. Александра Надзадзе – офицер, политрук, посмертно награжденная орденом Красной Звезды. Подвиги этой отважной абхазской девушки широко известны и хранятся в архивах Великой Отечественной войны. В довоенное время школа, носившая ее имя, располагалась на улице Аргун в новом районе Сухума, а позже была перенесена неподалеку в бывшее здание советской швейной фабрики. За годы своего существования образовательному учреждению довелось пережить немало трудностей. Это в советское время была обычная швейная фабрика. А после войны вынужденная мера, где-то должны были находиться именно учителя русских школ, потому что та 20-я, которая сегодня 5-я, она была русская, но после войны стала абхазской. Вот в связи с этим вынужденная мера. Диана Багратовна Кабба собрала педколлектив, и 33 года эта школа существует. Сегодня директор этой школы Асида Дбар, преподаватель английского языка и депутат 7-го созыва Сухумского городского собрания. Она неоднократно поднимала вопрос о необходимости капитального ремонта образовательного учреждения. И вот долгожданные перемены начались. 2 июня 2026 года ремонтные бригады приступили к реставрации фасада здания. Хотелось бы еще внимание обратить, что внутри
они тоже будут делать не все, будут ремонтировать один кабинет. А что касается фойе, конечно, оно в плачевном состоянии. Я ищу средства, все возможности, буду думать, как сделать фойе. По словам Асиды Эдбар, ремонта давно требует и внутренняя часть здания, например, школьное фойе, где периодически проходят экзамены. Здесь же бережно хранятся портреты бывших учеников, ветеранов Великой Отечественной и Отечественной войны народа Абхазии. В планах и мечтах полностью благоустроить и преобразить это памятное место. Масштабные работы ведутся при поддержке президента Абхазии Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Непосредственным восстановлением школы занимаются специалисты госкорпорации «Росатом», которые совсем недавно уже сделали учебному заведению отличный подарок – построили многофункциональную спортивную площадку. За что мы чрезвычайно благодарны им. Здесь в сентябре 2025 года, тогда еще не была директором школы, здесь Росатом решил делать вот эту спортплощадку, которую вы здесь видите. И руководители Росатом обратили внимание на фасад и предложили свои услуги, чтобы отремонтировать фасад этой школы. По окончанию фасада администрация города Сухум во главе с Тимуром Михайловичем Агрба обещают завершить дворовые работы этой школы. И когда у нас линейки, а у нас необыкновенные мероприятия проходят, и когда дождь, мы возвращаемся в школу и стоим в коридоре. То есть в будущем просматриваю, буду обращаться, чтобы у нас был нормальный спортзал, актовый зал, где дети могут заниматься спортом и проводить различные мероприятия. Ремонтные бригады планируют завершить свою работу уже к началу учебного года. Сегодня в 15-й школе обучается более 700 человек. Гугут Савардани, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. В республику прибыл раис Татарстана Рустам Миниханов. В Сухумском аэропорту имени Арзанба его встретил спикер парламента Лаша Ашуба. Делегация Татарстана прибыла в Абхазию для участия в татарском национальном празднике Сабантуй и открытии первого этапа реконструированной набережной Махаджиров в Сухуме, намеченных на 3 июля. В Сухуме установят памятник погибшим в СВО, а на фасаде административного здания Ботанического института в честь выдающихся ученых-ботаников Николая Альбова и Альфреда Колоковского будут установлены мемориальные доски. 6 вопросов в повестке дня рассмотрели депутаты СГС на очередном заседании. Подробности в материале Аэлиты Арутюнян. Заседание началось с минуты молчания в память о бойцах, погибших в ходе Тамышской операции 2 июля 1993 года. Коллеги. За заслуги и значительный вклад в развитие различных отраслей города Сухум, а также в связи с празднованием 2510-летия столицы, 9 человек награждены почетными грамотами СГС. Вторым вопросом депутаты рассмотрели письмо главы администрации города Сухум Тимура Агрба об установке памятника погибшим в ходе СВО в сквере, прилегающем к памятнику неизвестному солдату. Дмитрий Осия, председатель СГС, отметил, что для каждого представителя народа Абхазии слово о людях, пришедших как добровольцы из Северного Кавказа, Турции, разных регионов России защищать нашу страну во время Отечественной войны народа Абхазии, очень важно. Память о них будет жить всегда. И сегодня, когда в мире происходит несправедливость на полях специальной военной операции, уже наши соотечественники, воодушевленные героизмом старших поколений, пошли защищать правду. Правду в борьбе с неофашизмом. Символично, что памятник предлагается установить именно в сквере рядом с монументом неизвестному солдату. Это подчеркивает неразрывную связь эпох, преемственность поколения защитников Родины и единство нашей памяти. Третий вопрос касался назначения председателя постоянной комиссии СГС по делам молодежи, организации мероприятий и рекламе. С недавних пор я являюсь председателем армянской общины города Сухум. Это дополнительная нагрузка на мою общественную деятельность, работу. Я понимаю, что физически не успеваю дать должного внимания моей постоянно действующей комиссии по вопросу молодежной политики, рекламе и украшениям. В связи с этим я хочу сложить свои полномочия. Прошу вас поддержать. Выражаю искреннюю благодарность. Он эту комиссию не покидает, дальше будет работать в данной комиссии.
Я надеюсь, что будут точно таким же продуктивным и эффективным, как предыдущий председатель данной комиссии. Всем спасибо. Депутаты приняли решение об установлении мемориальных досок на фасаде административного здания Ботанического института в честь выдающихся ученых-ботаников Николая Альпова и Альфреда Колоковского, а также включили в дополнительный перечень объектов муниципальной собственности Сухума, подлежащих приватизации бывшее помещение ГАИ, расположенное на первом этаже двухэтажного здания по улице Лакоба, дом 3. Айлита Арутюнян, Давид Хашек, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи арбитражного суда, 2 вакантные единицы. Заявления принимаются в помещении Верховного суда с 3 по 17 июля включительно. Бесплатное кино для детей и всей семьи в Сухуме. С 6 по 10 июля в рамках «Эхо БДФ» Республики Абхазия в Абхазской государственной филармонии с 10 часов утра будет работать фестиваль Сергея Безрукова «Любимые фильмы и мультфильмы для детей, подростков и родителей». Хорошие истории, яркие герои и приключения на большом экране. Кроме того, в рамках международного фестиваля «Искусство для детей и подростков «Эхо БДФ» Республика Абхазия» развернется масштабная программа из разных направлений. Направление к БДФ «Книга» 7 и 8 июля. Творческие встречи и уникальные мастер-классы для юных читателей, писателей и всех любителей литературы. Программа включает интерактивные творческие встречи с авторами, мастер-классы, встречи, игры и квесты, мастерские по иллюстрированию другим литературным профессиям. Вход на все мероприятия бесплатный, но количество мест ограничено. Для участия необходимо заранее пройти онлайн-регистрацию. Подробности на сайте фестиваля «Эхо БДФ» и на страницах театра Искандера. В завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу, 3 июля, в Абхазии ожидается облачность, по-летнему жаркая погода с высоким индексом ультрафиолета. Воздух ночью 17-22, днем 26-31 градус жары. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск Амшукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.